Урду, что означает духовный. Внимание. Народ Таджикистана в долине Вахш, выращивая хлопок неустанно. Буря, горячие пески, пустыни жаркие. Дарбыз, нөмір жеміш төгілген Өзбекстан, Рысқұлу. Рахмат. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу Эмомали Шарипович, урматтуу Сердар Курбангулиевич, урматтуу Шавкат Миромонович. Айкөл кыргыз элимдин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан аскалар асман тиреген, периштелер мекендеген кереметтүү Ала Тоо жергесине куш келипсиздер демекчимин. Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунун алкагында боордош өлкөлөрдүн лидерлерин жер бетинин ажайып кооз аймагы болгон Ысык көл көлүбүздүн жээгинде көргөнүбүзгө терең кубанычтабыз. Кыргызстанга куш келиңиздер. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемый Сердар Курбангулиевич, уважаемый Шавкат Миромонович. От имени великодушного кыргызского народа и от себя лично позвольте горячо поприветствовать всех вас на гостеприимной земле божественных гор Ала Тоо. Мы очень рады видеть лидеров братских стран на берегу земной красы озера Исsyk-Куль в рамках 4-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Добро пожаловать в Кыргызскую республику. Уважаемые коллеги, позвольте отдельно поприветствовать президента Туркменистана, уважаемого Сердара Курбангулиевича, который сегодня впервые принимает участие в консультативной встрече. Убежден, что вы продолжите миссию уважаемого Курбангулы Мялигулиевича и внесете свой вклад в дело интеграции и кооперации в Центральной Азии. Пользуясь случаем, желаю вам больших успехов и достижений на вашем посту во благо процветания Туркменистана. Уважаемые коллеги, теперь разрешите объявить и считать 4-ю консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Кыргызстане открытой. Уверен, что наш диалог сегодня будет успешным и плодотворным, позволит обсудить все насущные вопросы и найти общие решения
по ним. Перед тем, как перейти к дальнейшей работе, предлагаю утвердить повестку дня, которая находится перед вами. У кого-нибудь есть замечания и предложения к проекту повестки дня? Если нет, предлагаю утвердить. Утверждается. Спасибо. Уважаемые коллеги, очередность выступлений предлагаю организовать в алфавитном порядке. Есть возражения? Нет. Спасибо. Уважаемые коллеги, слово предоставляется президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемеловичу Токаеву. Пожалуйста, Касым-Жомарт Кемелович, вам слово. Уважаемые главы государств, уважаемые участники встречи, прежде всего выражаю глубокую признательность президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожаевичу Жапарову за теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля. Наши консультативные встречи стали важным фактором международной политики. Они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Всестороннее сближение наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает коренным интересам братских народов. С момента проведения первой консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На качественно новый уровень вышел межгосударственный политический диалог, задающий тон динамичному развитию отношений в духе подлинного добрососедства и союзничества. Поступательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот. По нашим данным, в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27%, превысив 8 миллиардов долларов. Незыблемым фундаментом долгосрочных взаимоотношений государств Центральной Азии остаются активные культурно-гуманитарные связи. Регулярно проводятся перекрестные дни культуры, масштабные форумы и выставки. Организуются совместные научно-исторические исследования, активно осуществляется студенческий обмен и многое другое. Ярким подтверждением присущего нашим отношениям чувства локтя стало продуктивное партнерство в борьбе с распространением коронавируса. В самые сложные дни пандемии мы проявили единство и сплоченность, без колебаний оказывая друг другу всю необходимую продовольственную, медицинскую и иную гуманитарную помощь. Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемирное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене. Уважаемые коллеги, рад приветствовать всех участников нашей встречи. Присоединяюсь к словам моих уважаемых коллег и выражаю признательность президенту Кыргызстана Садыру Нургожаевичу за теплый прием и прекрасную организацию нашего саммита. Также приветствую уважаемого Сердара Гурбангулиевича, который впервые принимает участие в консультативной встрече. Как неоднократно сегодня отмечалось, благодаря налаженному диалогу в этом формате нам удалось укрепить отношения дружбы и добрососедства, создать в регионе совершенно новую атмосферу конструктивного сотрудничества.
мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии. На этом пути было устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения наших граждан, активных культурных и туристических обменов. Сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций. Только за последние 5 лет объем внутрирегионального товарооборота увеличился 2 раза. Мы также приступили к реализации совместных проектов промышленной кооперации. Создаем эффективные цепочки добавленной стоимости. Развиваем транспортную и энергетическую инфраструктуру. Самое важное, все эти положительные изменения чувствуют наши братские народы. Уважаемые коллеги, согласен с прозвучавшими здесь оценками сложной ситуации в мире, которая непосредственно влияет и на наш регион. Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне. В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек. Растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности. В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч. Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии. Уважаемые главы государства, в целях дальнейшего укрепления многоплановых отношений и развития практического регионального взаимодействия считаем целесообразным сфокусировать наши общие усилия на углублении партнерства в следующих ключевых измерениях. Первое – это экономическое измерение. Анализ показывает, что, несмотря на положительную динамику, потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остается нераскрытым. Сегодня на внутрирегиональные торговли приходится по разным оценкам от 5 до 10% от общего товарооборота стран региона. В этой связи мы предлагаем активно внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами, упрощенного процедурами поставок товаров. Здесь важно понимание и поддержка усилий по замещению дорогостоящего и не всегда качественного импорта из третьих стран продукции наших производителей. Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации. Наши бизнес-круги заинтересованы в создании производств, используя конкурентные преимущества и фактор взаимной дополняемости экономик стран региона. В этой связи важно выработать общие подходы к формированию центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития. Особое внимание предлагаю уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции. В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предлагаем также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный форум регионов Центральной Азии. Мы не должны забывать, что религиозные радикалы и экстремисты являются главным оружием в руках наших недругов. Таджикистан хорошо знает, какую угрозу безопасности представляют эти деструктивные силы.
Мы уже в течение 30 лет боремся с подобными вызовами, прошли навязанную нам гражданскую войну, которая унесла жизни более 150 тысяч граждан. Странам нашего региона нужно все время отслеживать ситуацию и действовать на опережение, купируя возможные причины. Нужно помнить, что дальнейшее развитие этого процесса может создать реальную угрозу дестабилизации внутренней ситуации. В этой связи предлагаем усилить координацию по линии специальных служб в целях создания конкретных механизмов совместной борьбы против распространения радикальных идеологий в регионе. Уважаемые коллеги, афганская проблематика должна находиться в фокусе нашего постоянного внимания. События, происходящие в Афганистане, могут оказать негативное влияние не только на Центральную Азию, но и привести к изменениям в геополитическом балансе сил на всем Евразийском континенте. За год, прошедший со времени третьей консультативной встречи глав государств Центральной Азии, в городе Туркменбаши в мире произошли существенные трансформации. Возникли новые реалии и вызовы. Не обошли они стороной и наш регион. Со всей остротой стал ключевой вопрос обеспечения безопасности. К сожалению, мы пока не можем говорить, что мир на широком евразийском пространстве незыблем, а стабильность приобрела необратимый характер. Угрозы есть, они проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах. Я бы выделил главные из них. Во-первых, это попытки дестабилизации внутриполитической ситуации в государствах нашего региона. Мы видим, к каким последствиям они приводят, и это требует от нас сплоченности и решимости противостоять им вместе. И здесь я хочу подтвердить твердую поддержку Туркменистаном своевременных и решительных действий руководства государств Центральной Азии, направленных на сохранение мира в стране, защиту жизни и безопасности граждан, обеспечение устойчивости государственных и общественных институтов. Во-вторых, это попытки проникновения в Центральную Азию экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, другие виды противоправной деятельности. В-третьих, это возможное негативное воздействие на ситуацию в Центральной Азии последствий военно-политических конфликтов, происходящих в относительной близости от границ нашего региона. В-четвертых, это противоправное использование информационных технологий, насаждение извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями народов Центральной Азии, базовыми ценностями и вековыми устоями их жизни. Перечисленные вызовы требуют принятия эффективных мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности, нейтрализация потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперед. Вместе мы должны сделать так, чтобы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития. В этой связи считаем целесообразным активизировать и усилить политико-дипломатическое взаимодействие. Координацию работы должны взять на себя внешнеполитические ведомства наших стран через механизм пятисторонних регулярных консультаций. Нужен постоянный мониторинг ситуации, своевременный обмен информацией, объективный анализ событий, происходящих в мире, как основа для принятия решений. Предлагаю дать поручение внешнеполитическим ведомствам государств Центральной Азии разработать дорожную карту по всему спектру повестки в сфере безопасности на ближайшие 2 года с участием регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
Также для эффективной защиты информационного пространства в регионе предлагаем подумать над укреплением профессиональных связей между государственными информационными структурами наших стран. Возможно, выработать некий кодекс поведения при освещении чувствительных тем. В этом контексте можно рассмотреть идею проведения Центральноазиатского медиафорума, посвященного проблемам безопасности с участием государственных информационных агентств, средств печати, электронных средств массовой информации. Полагаю, что это даст хороший стимул созданию позитивного информационного фона, лучшему пониманию реальной обстановки в регионе, хода и направленности идущих здесь процессов, усилий государств и правительств по обеспечению условий для мирного и стабильного развития Центральной Азии, благополучия наших народов. Важнейшей частью сотрудничества в сфере региональной безопасности по-прежнему является совместная работа на афганском направлении. Нам, как государствам-соседям Афганистана, имеющим с ним особые исторические связи, нужно продолжать наращивать усилия, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране. Создание условий для достижения общенационального согласия путем мирного диалога. Содействие международным усилиям по борьбе с терроризмом, оказание народу Афганистана экономической и гуманитарной помощи. В этом контексте Туркменистан приветствует запланированное в конце июля нынешнего года проведение международной конференции по Афганистану в Ташкенте. Тема доверия в межгосударственных отношениях, культуры диалога сегодня приобретает глобальное значение на фоне тех кризисных явлений, которые мы наблюдаем в глобальной политике и экономике. Центральноазиатские страны призваны подавать пример уважения, равноправия и доверия во взаимоотношениях друг с другом и активно продвигать эти идеи на международной арене. В настоящее время Туркменистан готовит в Организации Объединенных Наций инициативу об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантия мира. И мы рассчитываем, что это конструктивное предложение будет поддержано всеми странами Центральной Азии. Уважаемые коллеги, в этом и следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. За прошедшие столетия прочной дружбы и гармоничного сосуществования наших пяти братских народов мы вместе выдержали все перипетии истории и сегодня значимся на политической карте мира как независимые суверенные государства. Именно наши древние народы, сквозь века неся в себе уникальную цивилизацию, сегодня олицетворяют Центральную Азию. Это общее достояние, которым мы гордимся. Историческая миссия перед нами видится в том, чтобы сохранить целостность и безопасность, обеспечить развитие и процветание наших стран и народов. К счастью, наш регион самодостаточен и многообразен в плане возможностей и ресурсов для реализации такой важной миссии. Кыргызстан поддерживает формат консультативной встречи глав государств Центральной Азии, который является проводником общерегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в международных делах. Считаю, что в нынешних кризисных условиях международных отношений наши страны будут еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене. К сожалению, международная обстановка не вселяет оптимизма как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Сегодня перед государствами Центральной Азии сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, появились их новые гибридные формы. В этой связи не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане.
К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. По нашему мнению, приход к власти талибов и сформированное им правительство – это суровая реальность, и нам необходимо выработать совместную линию поведения в данном направлении, в том числе приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития. В данном контексте хотел бы отметить стремление Кыргызстана к тесному взаимодействию со странами региона Центральной Азии в данном направлении как на двусторонней основе, так и в рамках участия в международных и региональных диалоговых площадках. Хотел бы также сообщить вам, что мы поддерживаем контакты с правительством Афганистана по текущим вопросам двустороннего сотрудничества. Наше посольство там продолжает функционировать. В прошлом году мы доставили гуманитарный груз в Кабул и афганский Бадахшан. Провели ряд встреч с руководством Афганистана, в ходе которых мы выразили нашу обеспокоенность по ряду вопросов региональной безопасности и сотрудничества, а также важности в интересах народа Афганистана создания инклюзивного правительства. Надеюсь, что мы согласованно будем двигаться по афганской проблеме, активно взаимодействовать между собой, особенно с ООН и странами региона, в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, оказывать афганскому народу необходимую гуманитарную и экономическую помощь, содействовать его борьбе с международным терроризмом, наркотиками и в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности на принципах невмешательства во внутренние дела. Кыргызстан со своей стороны готов активно содействовать этому процессу. Уважаемые главы государств, трагические события в регионе вывели на первый план вопрос обеспечения безопасности от деструктивных сил, в том числе внешних, привлекающих на свою сторону религиозных фанатиков и криминалитет. Со своей стороны, Кыргызстан полностью поддерживает решительные и мудрые действия руководства соседних стран по наведению конституционного порядка и общественно-политической стабильности. Больше нельзя допустить подобных кризисов безопасности, созданных по надуманным социально-экономическим, межэтническим, религиозным и другим мотивам. Призываю к объединению взаимных усилий в этом направлении. Наконец, общая безопасность, стабильность и благополучие зависят от атмосферы отношений между государствами региона. В настоящее время продолжается работа по делимитации государственной границы Кыргызстана с братскими Узбекистаном и Таджикистаном. Хочу подтвердить нашу политическую волю завершить переговорный процесс во взаимовыгодном ключе с тем, чтобы превратить эти границы в открытые мосты мира, дружбы и доверия, а саму Ферганскую долину в подлинный оазис Центральной Азии. Уважаемые коллеги, мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности. В таких кризисных условиях вопрос обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности требует от нас приоритетного внимания и скоординированной деятельности. Из-за нарушения глобальных торговых цепочек и вводимых экспортных ограничений на товары и сырье, считаю, что нашим странам вполне под силу обеспечить себя продовольствием, учитывая мощности и резервы аграрной и пищеперерабатывающей индустрии. Мы выступаем за расширенное сотрудничество по всем направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и аграрное развитие в регионе. Одним из таких направлений являются водные ресурсы, объемы которых из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии. В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накопления и сохранения водных ресурсов.
Вновь предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран Верховья были возможность и заинтересованность из расчета на несколько лет вперед накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период, независимо от водности, в том числе в период маловодья. Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Кыргызстан также выступает за расширенное сотрудничество в гидроэнергетической сфере с целью повысить энергетическую самодостаточность и безопасность стран Центральной Азии. Мы приветствуем инвестиционное участие Казахстана и Узбекистана в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане. Следует отметить, что имевшая место весной текущего года авария показала уязвимость, в связи с чем необходимо укреплять защищенность единой энергетической системы Центральной Азии. Уважаемые главы государств, по экспертным прогнозам, мировой экономический центр тяжести постепенно смещается в сторону Азии, в связи с чем для нашего региона открываются новые возможности, в том числе для развития зеленой, цифровой и креативной отраслей экономики. За последние 10 лет в Центральной Азии наблюдаются динамичные темпы экономического роста и прироста валового продукта. В 2021 году суммарная доля ВВП превысила $300 миллиардов США. Считаю, что драйвером роста в Центральной Азии являются свободная торговля и инвестиции, развитие транзитной инфраструктуры и цифровизация. Сегодня уже есть позитивные примеры взаимовыгодного сотрудничества в этих отраслях. Активизации торговли будут способствовать созданные центры приграничной торговли на границе Казахстана и Узбекистана, а также индустриальный торгово-логистический центр вблизи кыргызско-казахстанской границы. Чрезвычайно важным является полностью снять препятствующие свободной торговле тарифные и нетарифные барьеры, включая необоснованные задержки грузов на границах. Надеюсь, что инструменты цифровизации помогут решить накопившиеся вопросы. Учитывая, что наши страны не имеют выхода к морю, необходимо предпринимать усилия по улучшению транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также подключения к мировым транспортным узлам и коридорам. Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров в предстоящие десятилетия может трансформировать Центральную Азию в перекресток новых торговых путей, который по значимости не будет уступать историческому шелковому пути. Важным проектом является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан, Узбекистан, успешная реализация которого в значительной мере повысит международный торгово-инвестиционный и транзитный потенциал Центральной Азии. Находясь на берегу Иссык-Куля, не могу обойти вниманием вопрос сотрудничества в сфере туризма. Центральная Азия на пути Великого трансконтинентального пути как магнит притягивает туристов со всего мира. Кыргызстан предлагает совместную организацию специализированных туристических маршрутов, введение послаблений при пересечении общих границ с туристами, образование информационных центров с базой данных о туристических возможностях каждой из стран региона, а также проведение общих туристических выставок и ярмарок, выпуск общих рекламных материалов. Уважаемые коллеги, глубокие исторические традиции добрососедства между нашими народами являются хорошей предпосылкой для позиционирования Центральной Азии как единого культурно-гуманитарного пространства. Связи между нашими гражданами, творческими коллективами, научными кругами не имеют границ.
Принимая во внимание духовную близость наших стран, мы предлагаем создать общий центральноазиатский телеканал и подготовить серию телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов. Центральная Азия – это молодой с точки зрения демографии 7 регион. Молодые люди, проживающие в наших странах, станут локомотивом будущего процветания нашего региона. Нам необходимо проведение мероприятий по поддержке молодых талантов во всех областях – экономике, культуре и инновациях. Мы считаем важным инвестировать в нашу молодежь, в их образование, подготовку высококлассных специалистов, в том числе и в новых цифровых направлениях в области креативной индустрии. Уважаемые главы государств, сегодня мы подпишем договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Уверен, что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения наших стран, нашего региона и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный договор станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к процедуре подписания, если нет каких-либо предложений и замечаний. Не имеются. Спасибо.